Современная индустриальная цивилизация – поразительное свидетельство силы и возможностей организации. Мир, который мы унаследовали, это результат бесчетного планирования, инноваций и коллективной деятельности человека, обузданных и направленных на бесконечную погоню за продуктивностью и ростом. Каждый день глобальная экономика структурирует и координирует миллиарды людей. Головокружительный поток товаров проектируется, производится и транспортируется в дистрибьюторские центры, затем отправляется в точки розничной торговли и к порогу потребителей по всему миру. Международные цепи поставок рассекают границы и континенты, соединяя рабочих швейной промышленности Хо-Ши-Мина, Вьетнам, с посетителями Walmart в Скотлендсдейле, Аризона. Внутри этой взаимосвязанной системы каждая метрополия формирует крошечный центр деятельности, сотканный из дюжин отдельных округов. Эти отдельные регионы соединены между собой хитросплетенным лабиринтом транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, электрической, водоснабжающей и канализационной сетью, которые помогают обеспечить гигиену и ежедневное существование миллионов людей. И все равно, несмотря на тщательное планирование и широкий спектр усилий, направленных на его реализацию, более чем миллиард людей живет в убогих, перенаселенных трущобах, фавелах и передвижных лагерях для беженцев, в большинстве случаев без базового доступа к электричеству или водопроводу. Это растущее население почти не извлекает для себя пользы от того, как это общество устроено. Их обнищание и отчаяние вросли в безотказно функционирующую машину. Для архитекторов прогресса они едва ли важнее смазки, что позволяет шестеренкам двигаться. То же самое можно сказать про различные уровни всего мирового рабочего класса, в особенности про трудовых мигрантов и всех тех, кто работает в неофициальном низкооплачиваемом секторе, так называемой гиг-экономики. Потому что этот мир построен не на принципе удовлетворения человеческих нужд, а на принципе бесконечного накопления капитала. Этот организационный императив крепко укоренился в институтах правящих классов, а также в идеологии и структурном насилии, которые их подкрепляют. А значит, стремительные социальные перемены порождают политические кризисы, которые потрясают иерархический социальный устой. Но даже если революционный поворот кажется очень далеким, всегда есть возможность изменить наши условия к лучшему. Именно здесь вступает в игру низовая самоорганизация. В течение последующих 30 минут мы взглянем поближе на то, как этот вид организации выглядит для анархистов. В процессе мы поговорим с некоторыми личностями, которые поделятся своим опытом объединения людей, разработки стратегий, выхода на улицы и создания проблем властимущим. Когда мы говорим об организации, мы имеем в виду использование человеческих отношений в качестве оружия. Отношения такие, что вы, я и люди в более широких сообществах, они подвергаются влиянию, они живут вместе, они ходят в школу вместе. Нужно использовать эти отношения в качестве оружия, чтобы затем можно было выйти на улицу и найти способ, как люди могут объединиться физически, чтобы стать материальной силой. Мы считаем, что важно понимать, что нужно время, нужно много доверия, много любви, много страсти. Людям нужно время, чтобы собраться и начать преодолевать любые проблемы, любые трудности, которые могут быть на местности. Организация — это процесс построения вашей коллективной силы и вашей коллективной мощи. Первый шаг к организации — это прорваться через социальные барьеры и изоляцию,
которые разделяют нас. И зачастую это так же легко, как собрать несколько людей в комнате и начать говорить о том, что у нас есть общего, об общих проблемах. И вы знаете, через разговор об этих вещах приходит осознание того, что, работая вместе, мы получаем куда больше шансов что-либо изменить. Организация — это процесс, который должен подлежать изменению. В процессе организации формируются новые связи солидарности через путь борьбы. Я думаю, что первоочередная задача — это найти группу людей, сообщество в вашем районе, у которых есть общий конфликт. И на основе этого конфликта договориться организоваться друг с другом для достижения цели. Y en base a ese conflicto ponerse de acuerdo, o sea, organizarse entre las personas para alcanzar un objetivo. Организация — это скорее ключ вовлечения к преодолению трудностей. Говоря об организации и об организаторах, подразумевают построение отношений с людьми с фокусом на определенных группах людей, например, жильцов, студентов или работников. Но в этом случае основное внимание сфокусировано скорее на построении отношений, чем на одной общей проблеме. Смысл в том, чтобы вместе стать силой. After every anarchist attack, a wordy communique. Anarchist graffiti. A Greek anarchist group has attacked an anarchist group. Anarchist community. These are anarchists. Я считаю, что существует множество различных черт, которые отличают анархистские организации от других. Думаю, некоторые из них предполагают разнообразие возможностей для участия. Я считаю, что самое невероятное отличие этого течения — это критика доминирования. Это система силы, которая цельна настолько, что анархисты фокусируются на очень широком спектре проблем и организаций среди многих различных людей. Что отличает организацию по-анархистски от любой другой, это ее главная цель. А именно тот мир, который анархисты пытаются построить. Анархисты противостоят государству и капитализму, и всем формам нелегитимной власти. И, соответственно, наша организация нужна для того, чтобы построить оппозицию тем формам и институтам, которые воспроизводят эти формы иерархии в обществе. Анархисты вовлечены в широкий спектр различных видов активностей, от незаконных до абсолютно законных, от безопасных до деструктивных. Что делает анархизм уникальным, так это отсутствие заблуждения, будто легальность — то же самое, что и моральное право. Любая партийная организация, от самой левой до самой правой, использует иерархию. Они являются собой часть политического цирка, спектакля. Многие люди сыты по горло традиционной политикой, экономической системой, которая выжимает из них последнее. Они сыты по горло выборами. Перед лицом капиталистической катастрофы, капиталистического разрушения необходимо иметь энергию. Есть те из нас, которые не могут, много тех, кто не может оставаться спокойными и продолжать жить в этой так называемой нормальности, пока не уничтожают наше будущее. В обиходе слово «анархия», как правило, используется, чтобы описать отсутствие организации.
Анархия — состояние беспорядка в связи с отсутствием или непризнанием власти. Это дух хаоса, который заполняет вакуум, образованный внезапным разрушением порядка. Жестокое всеобщее беззаконие, где сильный пользуется отсутствием правил, чтобы ущемлять слабого. Это представление об анархии долгое время было выгодной интерпретацией для правящих классов и каждого правителя с паранойей, не желающих различать порядок и подчинение. Но это далеко от того, во что на самом деле верят анархисты, и от того мира, за который мы боремся. Реальность такова, что анархисты используют много различных подходов и придерживаются множества взглядов, когда доходит до роли организации и отношения к борьбе. Отсутствие ортодоксальности отделило анархизм от других революционных традиций, таких как марксизм-ленинизм, чьи многочисленные противоречивые школы в основном сходились на необходимости создания организованной партии. Они только не могут договориться о том, кто должен ею руководить. На протяжении более чем 150 лет анархисты экспериментировали с широким спектром разных организационных форм, от синдикалистских профсоюзов с более чем 1 миллионом членов, которые платят взносы, до неформальных сетей из маленьких групп единомышленников, от федераций, комитетов и ассамблей до тесно связанных и свободно структурированных ассоциаций автономных личностей. Этот эксперимент продолжается по сей день. Одна из классных вещей в анархизме — это отсутствие единого плана. Это напряжение, которое стремится к свободе. В анархизме есть много точек зрения в отношении организации и той роли, которую организации играют в борьбе. Тут есть люди, которые выжидают, дают событиям развиваться спонтанно, или ребята, которые желают большего уровня координации. Главный раскол в анархизме проходит между анархистами-индивидуалистами или эгоистами и коллективистами. Анархисты-индивидуалисты противостоят большинству форм организации. Они фокусируются на построении автономии индивида и в основном видят организации угрозой индивидуальной автономии. В то же время коллективисты верят в коллективную организацию, и те органы, которые они избирают, часто являются ее важной составляющей. Это также связано с различными мнениями по поводу того, как люди организуются, взаимодействуют друг с другом. Некоторые анархисты придерживаются более формальной организованности организаций, которые подразумевают ясное, определенное участие, часто особого распорядка с различными особенностями, как общественное хозяйство. Другие же анархисты могут быть достаточно критичны к организациям и предпочитать менее формальные методы организации, которые иногда все же могут повлечь за собой созданием групп или подгрупп, но только для одной определенной цели и деятельности, после которой они должны быть распущены. Естественно, есть свои плюсы и минусы в обеих формах, как у федераций и рабочих союзов, так и в неформальных группах единомышленников, в ячейках и тому подобных формах. Но я также считаю, что помимо этого воображаемого спора формального с неформальным, есть и действительно ключевые вопросы для анархистов в 21 столетии. Это то, как мы взаимодействуем с обществом и как людям приходить в анархизм. Есть разные позиции. От антисоциальных и повстанческих тенденций анархизма вы не услышите призывов вступать в наши ряды или верить всем в анархизм. Эти группы имеют своих членов не столько благодаря вовлечению, а сколько за счет их собственных идей и чувств. Но также есть товарищи, чья политическая работа более социальна и базируется на силе и способности людей объединяться снизу. Во время наиболее бунтарского периода в США, начиная с 2018 года, многие из нас пришли к мысли, что качество лучше количества, с чем я в принципе согласен. Но в то же время нам нужно найти способ действительно видеться с людьми, там, где они находятся.
вовлекать их, включать в наши проекты и движения, чтобы мы могли расти. Знаете, последние пару десятилетий люди приходили в анархизм через такие вещи, как панк-рок или подобные субкультуры, или же из других движений, таких как движение за права животных. В эру после антиглобалистского движения анархизм все так же, по крайней мере в США, очень зависит от, так сказать, новых протестных кампаний, из которых мы привлекаем людей. Это антивоенное движение, Occupy или восстание в Фергюсоне. Оттуда к нам идет новое поколение борцов, но ведь мы не можем вечно рассчитывать на то, что вот что-то произойдет, и мы получим от этого выгоду в виде новых людей. Я думаю, здесь, в Чили, у нас был шанс прочувствовать широкий спектр анархических и антиавторитарных практик и тактик между местными собраниями, группами единомышленников, свободными пространствами и сквотами, между объединениями рабочих, независимыми рабочими, среди профессионалов и людей, живущих на улице. Анархизм происходит все время, сам по себе. И часто бывает, что вот что-то происходит, но мы не думаем, что это анархизм, потому что не привыкли так смотреть на вещи. Нередко, когда говоришь об анархизме, люди думают, что это что-то, что было в Европе в прошлом столетии. Литературное определение анархизма используется не так давно, но если смотреть в суть вещей, то мы поймем, что анархизм — это то, что люди практиковали тысячелетиями. Нам повезло, что мы здесь, на этих территориях, потому что многие из нас потомки мапуче. Так что у нас есть своего рода двойственность, способность позиционировать себя как мапуче и как анархисты одновременно. То есть мы анархисты, но при этом не забываем, что имеем свою историю и индивидуальность, что мы здешние, что мы жители колонизированной территории. Это значит, что наша история и наша практика и взгляд на анархизм не будет на 100% таким же, как, например, у товарищей анархистов из Палестины, Рожавы или даже из других частей Латинской Америки. Знаешь, люди сталкиваются с ужасными вещами ежедневно. Это выселение, или смотреть, как кого-то депортируют, или как кто-то строит трубопровод через твою землю. Мы действительно хотим, чтобы народ знал, что есть сообщество неравнодушных людей, к которым они могут обратиться, с которыми они могут организоваться, чтобы дать отпор и нанести ущерб своим врагам. Ну или, по крайней мере, сделать так, чтобы эти враги не смогли делать то, что они хотят. У хорошего организатора много инструментов в его ящичке. Вся хитрость в том, чтобы знать, когда и какой инструмент использовать, и заменять их, когда они перестают работать. Это применимо к анархистам так же, как к любому другому организатору. Вся разница только в том, что мы пытаемся построить. Анархизм основан на принципе самоорганизации. Это напрямую связано с тем миром, который анархисты пытаются создать. Мир, в котором люди смогут делать коллективные решения и принимать решения автономно, не ожидая приказов или разрешений сверху. Анархистская организация начинается с распространения самостоятельной борьбы. Это агитация и поощрение людей действовать самим для решения своих проблем, не обращаясь за их решением к тем, кто стоит выше в социальной иерархии. Из этого изначального пункта идет множество дорожек. Куда бы вы ни собирались прийти, первый шаг самый важный. Стратегия и тактика тесно взаимосвязаны. И все же это разные вещи. Вы начинаете с определенной цели или предположения того, что хотите освоить и чему бросить вызов. Тогда ваша стратегия — это ваш план того, как вы собираетесь достичь цели. А тактика — это все конкретные действия, методы, которые будут идти один за другим, чтобы помочь вам дойти до цели. Стратегия, которую вы выберете, определит тот тип действий, в который вы будете вовлечены. Если ваша тактика постоянно терпит провал, вернитесь и подправьте свою стратегию. Когда вы уже исправили стратегию, тогда попытайтесь придумать другую тактику. Стратегия и тактика должны взаимно усиливать друг друга, а мы должны непрерывно оценивать их действия как в прошлой, так и в будущей перспективе. Ты просто должен это делать, тебе нужно это делать, тебе нужно быть на передовой и вкладывать усилия. С одной стороны, мы
Мы визуализируем, теоретизируем, развиваем нашу политику, изначально думая о том, чего мы хотим и что мы ищем. С другой стороны, мы начинаем предпринимать действия и видим, насколько мы можем воплотить эти идеи. В Чили нам повезло. Немного иронично, что наша история наполнена конфликтами. История политического преследования и восстаний. Таким образом, конфликты и стремления всегда присутствовали. Стратегия и тактика, что использовались, были достаточно разнообразны. Сегодня рабочие тактики могут быть переняты из других противостояний, например, тактики бунта в Гонконге, где использовать лазеры и бутылки от воды, чтобы избавиться от канистры со слезоточивым газом. Это интернациональные практики сопротивления и уличной борьбы. Также блокирование улиц, также баррикады. Они бывают различного вида. Баррикады из огня, из камня. Есть товарищи, которые рискуют и помогают раненым. Distintos tipos de barricada, ya sea barricada con fuego, barricada con piedra. Están los compañeros que rescatan, que ayudan a los compañeros que están heridos. Мир, в котором мы живем, то, как мы вовлечены в его дела, даже то, как мы думаем, все это обязательно находится под влиянием материальных условий, в которых мы существуем. Что-то вроде классической марксистской цитаты. Люди меняют историю, но не в условиях, которые бы они выбирали. То есть существуют конкретные условия, материальная реальность, влияющие как на жизнь, так и на сознание. И вы не можете просто не думать о них или быть вне них. Капитализм постоянно меняет облик работы, социальной жизни, того, как люди отчуждаются друг от друга. Поэтому нам нужно последовательно переоценивать ситуацию и возможности противостояния капиталистическому образу жизни. Люди меняют мир своими действиями. Мы можем влиять на материальные условия и менять их своей борьбой. Обратная сторона медали в том, что государство может менять условия, чтобы избавиться от того, что разжигает борьбу. Я считаю, важно понимать, как организована власть и детали того, как она действует. Тот мир, которого мы хотим, еще не существует. Он лишь может быть построен на развалинах сегодняшнего. Но мы пытаемся создать новые способы взаимодействия, новые способы решения проблем, новые способы вовлечения уже сейчас, чтобы создать новые формы социальной жизни, которых пока не существует. Если вы стремитесь к обществу будущего, которое будет свободно от иерархии и доминирования, если вы стремитесь к обществу, где люди имеют автономию и воспринимаются как равные, то, как вы действуете сегодня, должно отражать эти ценности. Следите за конфликтами по всему миру, они также могут послужить вам вдохновением. У нас появится новый опыт, новые способы атаковать, новые формы сопротивления. Революционные движения, насколько это возможно, должны создавать контр-общество. Они отдаляют себя, насколько возможно, от государственных и капиталистических институтов. Что мы можем сделать, это направить наши усилия на создание конкурирующих с государством центров легитимности, коммунальных, стоящих в оппозиции к государству и капиталу. Мы хотим предвосхитить мир, который хотим увидеть. Он должен быть воплощен в тех отношениях, которые мы строим, и в создании условий для альтернативного центра силы, автономной, низовой силы для удовлетворения наших ежедневных нужд. А еще в той борьбе, которую мы видим.
Нужно учить людей новым способам взаимодействия, новым способам общения и решения проблем. Восстание и сила, конечно, нуждаются друг в друге. Тут я, конечно, говорю о социальной силе, а не военной. И эта социальная сила нуждается в пространствах, которые мы сможем называть своими собственными. Пространствах, где мы сможем организовываться, чтобы противостоять власти. 1 декабря 2019 года 55-летний житель провинции Хубэй обратился в госпиталь с очевидными симптомами пневмонии. Это был первый задокументированный случай COVID-19, вируса, который изменил жизнь миллиардов людей. В момент, когда писался этот текст, мы стояли на пороге масштабного экономического и социального разрыва, невиданного ранее. Как ничто иное, этот кризис развеял миф о неуязвимости капитализма и вскрыл для всех его слабости. Он также показал необходимость быстрого реагирования и изменения нашей стратегии и тактики таким образом, чтобы она соответствовала быстро меняющейся реальности. Сначала незначительно, а затем стремительно наша мобильность и возможность кооперации были ограничены. А проверенные временем организационные тактики, такие как демонстрации, марши и даже раздача листовок, были запрещены. Но, как говорит мудрость, голь на выдумке хитра. Во времена социальной и политической нестабильности придерживайся своих принципов. Избавься от догматизма, иди к своей цели и будь готов столкнуться с любыми вызовами. Анархизм — это прекрасная вещь. Исторически он принес множество хорошего, но также неоднократно терпел поражение. Я думаю, что ошибки — это нормально, нередко получается достичь чего-то ценного, даже если были времена поражения и борьбы. Скажем, ты анархист, и ты вовлечен в анархистские организации и борьбу. Таким образом, ты как бы заявляешь, что в открытую противостоишь таким вещам, как государство, полиция и капитализм. И изначально понимаешь, что это может иметь последствия. Отнесись к делу серьезно. С того момента, как ты назовешь себя врагом государства, они будут относиться к тебе соответственно. Судимость может осложнить твою жизнь в будущем, поэтому не стоит рисковать на ровном месте. Следует защищать себя и избегать ненужных арестов. Самое важное — это то, что вы можете влиять на вещи вместе с близкими или с теми, с кем состоите в отношениях. На работе или в вашей школе, по соседству, если знаете, что проблемы с полицией или с джентрификацией, или у кого-то забирают имущество. Понимая, как анализировать происходящее, вы можете организовываться и вовлекать людей, начнете действовать, чтобы давать отпор, заявлять о своих интересах и идти в атаку на господствующий класс. That, puts your own interests forward and starts to attack those of the dominant class. ¡El ayuda! ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡El presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador somos! Я бы хотел призвать товарищей анархистов осознать, что у нас есть потенциал организовываться, поддерживать позиции и политику, которая пересекается с людьми, не обязательно являющимися анархистами. Например, с теми, кто противостоит видовой дискриминации, с теми, кто разделяет антипатриархальные идеи, с теми, кто использует духовные практики, с теми, кто спасает наследие, утерянное в столетиях колонизации, обрушившееся на нас вместе с западным гетеропатриархатом.
Ты говоришь, что ты против существующего порядка вещей и собираешься бороться, но иногда что-то мешает, появляются препятствия в твоей жизни, которые нужно пройти. После совершенной акции мы с товарищами выделяем немного времени на то, чтобы сесть и критически оценить, в чем мы справились и что могли бы сделать лучше. И пытаемся использовать уроки, полученные с опытом, в будущем. Нам реально нужно думать и рефлексировать. Окей, если мы сделаем так и так, это принесет нам победу? Если мы хотим наносить реальный урон тем, кто нам вредит, мы хотим иметь возможность давать сдачи такими способами, которые будут расширять наше влияние, нашу уверенность, пространство, которое мы контролируем. Мы должны найти способ пересекаться с заинтересованными людьми и брать их на борт, вовлекать в борьбу, заставлять их выбирать сторону поддержки легального антикапиталистического движения и заставлять их задумываться о возможностях, которые они бы имели, будь у них за спиной движения. Мы живем во времена, когда легко поддаться отчаянию. Стабильный поток плохих новостей постоянно держит нас на грани. Обширные пожары целый месяц пылали в Австралии. Полицейские отделы выпускают камеры с программой распознавания лиц, управляемые искусственным интеллектом. Семья в Идлибе замерзла насмерть после бомбежки лагеря беженцев Хас. Режим чрезвычайного положения запрещает публичные собрания 3 или более человек. Столкнувшись с этим, без сомнения, рациональный человек может почувствовать себя глубоко разочарованным и подавленным. Это особенно характерно для революционеров, идеализм которых регулярно поглощается чувством горькой неизбежности и поражения. Но когда это отчаяние проходит, важно помнить, что мы не одни, что есть много других людей, разделяющих наше чувство сострадания, страха и, самое важное, ярости, что мы — часть длинной цепочки борьбы, и победа все еще возможна. Вооружившись этим знанием и осознанием наших возможностей, шансов и границ, мы сможем снова сосредоточиться на нашей цели, а именно, как всегда, построить коллективную силу и повысить наши общие возможности к сопротивлению. Здесь мы бы хотели напомнить вам, что Troubles предназначены для использования в качестве ресурса для продвижения дискуссий и коллективной организации. Тебе интересно вступить в эту игру? Ищешь возможности запустить новую инициативу, но не зная, с чего начать? Попробуй связаться с товарищами. Организуй онлайн-просмотр этого фильма и обсуждение того, с чего начать борьбу. Этот эпизод не был бы возможен без щедрой поддержки Джоша, Мурпа, Сэма, Тала, Лакончи и хороших парней из ЭП. Нам грустно объявить то, что это будет последний эпизод Troubles в ближайшем будущем. Это было хорошее занятие, но команда Submedia решила, что пришло время приступать к другим проектам, и чтобы это было возможно, мы решили дать паузу Troubles. С учетом того, что мы не сможем встречаться лично в ближайшее время, сейчас лучше всего принять это изменение. Мы хотим заверить всех вас, приносящих неприятности власти, что у нас есть новые планы и проекты, которые придутся вам по душе, так что оставайтесь на связи. А всем, кто организовывает показы, присылает нам свои идеи, конструктивную критику или позитивные отзывы, спасибо от всем души. Ваша поддержка была значительной, и мы надеемся, что 21 эпизод, что мы выпустили, будут и дальше служить инструментом для организации. А пока что выходите на улицу и становитесь неуправляемыми. Перевод Семен Фундерат. Озвучка Николай Дедок, реформаторка у Балаклаве.